сколько сил есть, вложились и вот эту площадку довели вот до этого состояния. Тренер по греко-римской борьбе Сетар Абдулганиев показывает спортивную площадку в квартале Яны-Маали. Местные жители своими силами благоустроили свободную территорию. Посадили деревья, установили футбольные ворота, баскетбольные кольца, площадку засыпали щебнем. Осталось установить ограждение. Необходимо сейчас немножко помощь. Нам осталось вот здесь вот это покрытие. Искусственная трава. Мы здесь специально дренажную систему так сделали. У нас вот обкатали, вы видите, это каток обкатал, но вручную это столько бы не сделали. Площадку строят на территории спортивного комплекса для занятий по греко-римской борьбе. Его возвели 3 года назад по программе «Спортзал» в каждый населенный пункт. Здесь занимается более 100 человек. Есть даже свои чемпионы. В скором будущем по соседству появится и национальная школа. В Судаке уже есть учреждение с крымско-татарским языком обучения. Желание получать образование на родном языке с каждым годом увеличивается. Поэтому было принято решение построить новую школу. Сейчас администрация города Судака подготовила инвестпроект. Будем делать обращение, чтобы здесь попасть в федеральную целевую программу и построить школу полноценную на 500 мест. Разбитые стекла в окнах, сломанная мебель, разбросанный мусор – это здание бывшей амбулатории. Ее построили 12 лет назад. Но из-за нехватки специалистов узкого профиля ФАП часто не работал, поэтому его и вовсе закрыли. Острая необходимость у нас жилья для специалистов. Если бы было бы у нас жилье, то многие бы какие-то специалисты узкого профиля, они бы к нам бы приезжали. Поэтому мы хотим перепрофилировать его именно под квартиры. Бывший ФАП планирует перестроить и в результате получить 3 полноценные двухкомнатные квартиры. Но для этого помещение нужно внести в программу выделения жилья для медицинских работников. Так как есть проектно-сметная документация, будет подготовлено на меня обращение. Я в ближайшее время встречусь с Сергеем Валерьевичем, главой республики. Я думаю, что мы постараемся определить с его поддержкой источники финансирования для того, чтобы этот вопрос решить. Цена вопроса – это 5 миллионов рублей, которые позволят обеспечить жильем 3 семьи медицинских сотрудников. За последние 5 лет места компактного проживания крымских татар развиваются уверенными темпами. Жители отмечают, что за это время сделано больше, чем за четверть века. Айша Шулакова, Ирвина Миралиев, телеканал Милет.